Жеткен қызлар киндер жеп өрлилер. Энже мәржән қызларының қолы бауы. Ауыр жаны сүйгенлерінің Нинди генә егеткә барырбыз дип гел җамал колактан колакка эй кызлар сөйлиләр. Энҗе мәрҗән қызларының қолы бауы. Ауыр жаны сүйгенлерінің ауыр жаны сүйгенлерінің У меня абсолютно гармоническое соответствие каких-то душевных струн звучащим. Я понимаю, что это, во-первых, потому что это свойственно, в принципе, характеру моему роду, моим родителям. Я проснулся не что-то там дикое, нехорошее, воинственное, а чисто культурное такое созвучие. Если говорить вообще в целом, это главная причина, почему мне этим заниматься, этим интересно заниматься, это греет душу, это вообще воодушевляет. Вообще возникновение такого явления, как академ, оно было давно. Оно неосознанно, в том числе и у исполнителей, и просто у любителей музыки. В нашем случае спецов в ней, ну, честно говоря, единицы в Татарстане. И когда вообще академ образовался, они неизбежно друг к другу притянулись. Этому не учат в школе, в училище, к сожалению, в консерватории. Поэтому такие спецы, они появляются, ну, как-то органично, сами с собой, что ли. Разумеется, не в единый момент. Вот раз его озарил, он
Конечно, нужна наслушанность, конечно, нужна любовь вообще к этой тематике, работа в этой сфере. Люди, которым это интересно, которые могут, у которых есть азарт, которые все, кто к этому причастен, изначально берутся за не мейнстримный продукт. Это вообще, это даже противодействие какое-то, это противопоток. Вот. И, соответственно, это интересно всем. А если еще это получается, и этим можно еще в хорошем смысле заразить общество, а еще программа «Максимум» вообще повлиять на музыкальную культуру, нынешнюю татарскую, вообще сверхцель повлиять на общество, показать, рассказать, что татарская музыка еще вот такая бывает. Это не только синтезатор, баян. Это же здорово. Это ты еще чувствуешь в широком смысле чувствуешь себя творцом, в хорошем смысле, творцом хороших изменений, культурных изменений. Я вообще без музыки жить не могу, честно говоря. Я с рождения, оказывается, даже родилась и пела. Мне мама говорит, когда я только родилась, лежу, то ли плачу, то ли пою, в общем. И на самом деле там и вот это вот. То ли я колыбельную сама себе пела. Мама говорила, ты, говорит, никогда не плакала. Ощущение было, как будто ты, говорит, пела. И я вообще не представляю жизнь без музыки, то есть без творчества, потому что
Есть такие моменты, когда ты погружаешься полностью в работу какую-то такую монотонную, и ты резко так щелчок, среда наступает, и ты бежишь просто, сломя голову, на репетицию входил. И просто это, я не знаю, это жизнь, это часть жизни творческого человека, музыка. Недавно выяснилось, что у меня нет хобби, оказывается, и никогда не было. То есть я всегда занимался с детства музыкой, работал только по специальности, и ночами и вечерами я занимаюсь только музыкой. Поэтому можно сказать, что музыка — это моя жизнь. Это избитая фраза, но так и есть на самом деле. Я вообще горжусь, что я часть этой большой команды, потому что мы делаем большое дело, которое для молодого поколения возвращает к этим истокам. И на самом деле музыка звучит по-другому. То есть, когда на наши концерты приходит зритель, они наслаждаются этой мелодией, потому что действительно современность, она отвыкла от этого всего, и мы пытаемся вернуть их к этим истокам. Ну, наша музыка конкретно. Это не совсем этно, не совсем народное, что-то между. То есть это стилизация все-таки именно этнической культуры, этнической музыки. Что-то не совсем здесь знакомое, что-то утерянное. Поэтому мы пытаемся при помощи нашего творчества, нашей музыки, донести утерянное.
детства. Танцы, знаете, как всегда было у меня спасением от каких-то невзгод, когда что-то плохое, ты потанцуешь, и тебе хорошо. Ну, вот наедине с собой, и тебе хорошо. И очень сильно, ну, лично меня вдохновляет эта музыка. Когда вот это слияние происходит, ты вообще, вот говорю, тело, оно само как будто двигается. И вот как раз это работает, когда у тебя отрубается мозг. Когда он у тебя отключен, когда ты ни о чем не думаешь, ты в полном доверии вот с телом, и это какой-то невероятный симбиоз происходит. Я даже не могу представить себя, если я как-то даже день бы не думал о хореографии. То есть это выдумывание хореографии, это отработка, это что-то еще. Ты там что-то выкапываешь, там какие-то новые из исторических фактов и так далее. Если вот бывают такие моменты, то что вот ты устаешь, выгораешь, все. Даешь себе слово, я хочу немножко отдохнуть, куда-нибудь съездить, но все равно, ладно, полдня, день максимум продержишься. На второй день все начинается у тебя ломка. Ты начинаешь думать, хочется же в зал, хочется что-то делать. Вот после таких моментов я начинаю делать вывод, что кем бы я был без хореографии. То есть я даже никак не могу представить, чтобы я чем-то занимался именно другим ремеслом. 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5. Для меня быть частью этого коллектива — это счастье, это правда счастье, потому что здесь мы здесь все на одной волне абсолютно. Все несем что-то одно единое. И в данном коллективе это вот эта этническая культура, которая рождена, в Татарстане, чтобы люди вообще увидели, что помимо попсовых татарских песен есть более глубокие мотивы, инструменты, танцы, движения, костюмы. Что ты хочешь зрителю передать вот это состояние, передать вот эти напевы. Я сейчас говорю, у меня даже мурашки. Интересно так. Ну и быть частью этого коллектива, приносить что-то новое. В данном случае в Альметьевске, в Татарстане. Потому что я не видела и не слышала, скажем так, подобных коллективов. И я прям горжусь, что я здесь. Правда, горжусь. Эта музыка заставляет шевелиться какие-то глубинки души человека, наверное, потому что она написана с душой, исполнена с душой и протанцована с душой. То здесь вот очень большая работа всех участников коллектива, на мой взгляд, и все горят этим делом. А когда дело ты делаешь душой, оно, мне кажется, обречено на успех однозначно.
наша музыка, она способна успокоить, утешить, вернуть как раз-таки вот в то состояние детства, возможно, даже. Потому что многие из нас бывали в деревнях, они со своими бабушками проводили время, да, слышали эти песни в деревне. Поэтому я думаю, что каждый слушатель, он находит как раз-таки вот те нотки детства в наших песнях. Это определенного рода машина времени, да. Я верю, что музыкой можно разбудить любовь в сердце, душу открыть, услышать себя и быть вообще честной с собой. Я поражаюсь над тем, что музыка, и кто ее хорошо чувствует, может менять человека по щелчку. Как бы они могут раз поменять свою эмоцию, раз поменять свое настроение, подачу, исполнение. Это как бы для меня остается загадкой, то, что так раз могут поменять, ну, по факту все внутри. Потому что когда ты исполняешь что-либо на сцене, ты должен полностью проникнуться в исполнение, в свой образ, ну, темп исполнения, характер, да. И то, что они раз вот так вот, все переворачивается и все другая подача. Это вот магия музыки, наверное, так скажу. Я всегда относился к музыке как к самостоятельному явлению. Даже вот можно наоборот. Музыка — это и праздник. Сопутствующее может быть приложением к музыке. Про ее влияние, это очевидно, по-моему, на людей. Я сам, например, когда есть какое-то, бывает такое раздражение, усталость после работы, я в машине включаю Кадим, который я 1000 раз слышал. Он всегда на меня действует терапевтически. Он всегда действует, ну, даже более чем успокаивающе. Она как какая-то инъекция. Это быстро, 100%, замечательно. Это не таблетка, не укол, это музыка.
Жігітлерде жыруна hiç yarılamaz. Жігітлерде жыруна hiç yarılamaz. Жігітлерде жыруна hiç yarılamaz. Şirketlerde şaruna hiç